может быть метр, метр 50. Присасывается в оголенную кожу, кусает, отваливается и дальше откладывает яйца. После вакцинации иммунитет до 3-5 лет держится. На самом деле в природе существует более 40 тысяч видов клещей. Из них наиболее опасны для человека кровососущие иксодовые клещи. Они вызывают серьезные инфекционные заболевания, в частности, это у нас клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. Существует где-то 650 видов именно иксодовые клещи. Могут быть и стерильные клещи, то есть по внешнему виду никак не можешь различить, этот заразен, то есть инфицирован вирусом или нет. Поэтому всегда бдительность надо на месте иметь в виду. Через одежду клещ не может прокусывать, то есть одежду не может прокусывать, он только непосредственно присасывается в оголенную кожу. По одежде он может ползать и дойти до определенного, до удобного участка кожи. Это наиболее такие нежные участки кожи, например, подмышечная область, кожа шеи, волосистая часть головы. Вот такие участки он именно выбирает. Наиболее активные клещи, они пик атаки клещей идет на такие месяцы, как май, с мая по июль. То есть, как начинается потепление, то есть для обитания клещей, то есть нужна определенная температура воздуха, определенная влажность, да? Начиная с 5 градусов температуры, начинают они активизироваться. А в остальное время они, конечно, могут укусы, но более-менее неактивные. На самом деле, то, что летают клещи или падают с деревьев, это определенно миф. Клещи никак летать не могут. И по дереву они не поднимаются наверх, они наоборот вниз спускаются. То есть они могут подниматься только до уровня 80 сантиметров в основном, или максимум может быть метр, метр 50. А на вершине дерева они никак не могут подняться. Дома клещ может попасть через одежду человека, да? То есть может принести домой через одежду, а так для среды обитания он, конечно, дома никак не может жить. Определенная, как я уже сказала, температура нужна влага, нужна почва для дальнейшего размножения. 100% эфирные масла, репелленты, аэрозоли, они все равно защиту, гарантию не дают, поэтому, конечно, полагаться именно защита, то есть я наносила репеллент и все, поможет, такого не должно быть. Некоторые всерьез думают, что после укуса клещ умирает, но это не так. После укуса самка клеща выкладывает яйца, может выкладывать 1500 яиц, да? То есть получается идет дальнейшее размножение. Кусает, отваливается и дальше откладывает яйца. Можно. Ни в коем случае не надо придавливать клещ. При придавливании слюна клеща может попасть на травмированные участки кожи, на слизистые глаз, на слизистые носа. Поэтому такой путь передачи тоже есть. Чтобы открытых участков тела не было, на голову одевать головной убор. И, конечно, химические средства тоже, репелленты, аэрозоли, которые отпугивающие. Есть еще антикарицидные средства, которые именно отпугивают. И специфическая профилактика – это уже вакцинация.
После вакцинации иммунитет до 3-5 лет держится. Именно от клещевого энцефалита. А других инфекций у нас специфической профилактики нет.